скорее всего, такое место – это университет. Можно знакомиться в парках, там, везде. Я считаю, что в аллее где-то, ну, как-то, не знаю, в кафе, может, каком-то таком неплохом, где-то вот так, ну, точно не в интернете и не в компьютерах. Я думаю, что место можно выбрать любое. Надо смотреть на человека просто-напросто. И в этом саду даже в том числе тоже можно познакомиться. Я думаю, где-то вот в таких местах вот посидеть на скамеечке, когда хорошая погода. Это очень хорошо будет. Конечно, счастливый случай слеп. Встретить свою судьбу можно и на улице, и в самолете, и на работе. Но если ищете вторую половинку настойчиво и целенаправленно, примите к сведению советы психолога. Если идет разговор о целенаправленном выходе в свет, да, то понятно, что дискотека – это не то место, где стоит знакомиться. Интернет опять не то же место. Хотя счастливый случай может быть и там, да. Единственное, что если знакомишься в интернете, нужно стараться выводить человека не на интернет-общение, а на живое общение. По крайней мере, будет больше очевидно, что из себя человек представляет. Да? Если уж вы решили познакомиться на дискотеке, хотя бы просто развлекитесь на этой дискотеке, а потом просто посмотрите на человека вторым взглядом. То есть ведь средство от любви с первого взгляда – это внимательно посмотреть второй раз. Да? Вот, поэтому дискотека – это как раз тот вариант. Что касается серьезных отношений для взрослых серьезных женщин, лучше, конечно, ходить в серьезные заведения. Там, в театр, например, выставки, например. Можно ходить в дорогие рестораны и пить чай. Ну, есть такой способ, да. Ну, конечно, самый, скажем так, не то чтобы правильный, да, но самый, наверное, безопасный способ – это знакомиться через знакомых. Они же все равно ее знают. Они же все равно знают, чего она из себя представляет. То есть они будут искать адекватного партнера.